«Единая Россия», получившая по итогам жеребьевки первый номер в избирательном бюллетене, рассчитывает на большинство в Государственном совете Коми. Программа партии «Время рассвета» – это не только багаж наказов избирателей, скорее серьезное социологическое исследование. Широкое общественное обсуждение программы прошло накануне на заседании клуба «Рассвет». Ключевой момент – это то, что впервые на моей памяти партия подготовила программу с участием ученых-экспертов, то есть представителей Коми научного центра, что придает ей, безусловно, фундаментальность. То есть это не абстракции какие-то, подготовленные в чиновничьих кабинетах, а действительно строгий научный подход с выверенными показателями по демографии, занятости населения и по экономическим показателям. Вторым номером в избирательном бюллетене идет КПСС. Программная цель этой партии – превращение России в полноценное социалистическое государство без угнетателей и угнетенных, где не будет нищеты и богатства. Труд будет достойно вознаграждаться, и у каждого человека появятся возможности для развития. Все как в недавнем социалистическом прошлом. Свою позицию мы и программу донесли, своих сторонников, настоящих коммунистов, мы со всеми пообщались. Ждем результатов. Я думаю, что 5% барьер мы точно преодолеем на выборах в Госсовет, потому что у нас нет уголовников, у нас нет рецидивистов, у нас настоящие коммунисты, товарищи, рабочий класс, так скажем. И люди это видят, понимают, поэтому я думаю, что поддержка нам будет обеспечена. Коммунистическая партия «Коммунисты России» в бюллетене под номером 3. Перед началом голосования региональное отделение задействовало тяжелую артиллерию. Сыктывкар посетил председатель партии Максим Сурайкин. Мы, как настоящие коммунисты, всегда подходим к социальной программе. Мы считаем, что главное – это защита интересов труда, человека труда, простых людей. Мы считаем, что вот сейчас мы должны побороться за то, чтобы ни в коем случае не отменили северные надбавки. Я убежден, что если избиратели, жители республики поддержат настоящих коммунистов, третий номер в избирательном бюллетене, то будет реально мощная фракция, которая будет защищать простых людей. Номер 4 в избирательном бюллетене «Справедливая Россия». Используют разные формы предвыборной агитации, в том числе и в социальных сетях. В последнем видеоролике известные кандидаты «Справедливороссы» несут гроб и танцуют на похоронах. На самом деле, те вещи, которые партия «Справедливая Россия» предлагает на федеральном уровне Республики Коми, они, безусловно, прежде всего социальные. И они охватывают большой спектр вопросов, которые волнуют каждого жителя республики. Либерально-демократическая партия России под номером 5 в избирательном бюллетене идет на выборы с локомотивом Владимиром Вольфовичем. В случае преодоления минимального барьера, очевидно, Жириновский уступит мандат кому-то из своих однопартийцев. Езжу лично по всей республике, общаюсь с жителями. Вместе с ними собираем материал для будущей работы. Нам нужно решать их проблемы, которые сейчас столкнулись жители нашей республики. В принципе, я вам честно скажу, люди сами знают, что надо делать. Просто нужно с ними общаться. Надо ездить, нужно их слышать. Это самое главное. Шестая в избирательном бюллетене «Зеленая альтернатива» – новая партия с экологической повесткой. За время предвыборной кампании «Зеленые» отметились несколькими громкими рейдами в Ухте и Княжпогостском районе. У нас очень много проблем, которые мы решаем. Это у нас есть Ижевский фанерный комбинат, да, у нас сейчас начались, благодаря нам и обращениям наших граждан, мы вот эти жернова правосудия все-таки включили, следственные мероприятия уже начались, сейчас начинается большая, огромная проверка по ЖЖРТ, чтобы люди просто не дышали отходами. Номер 7 в бюллетене «Партия Родина». Ее список возглавляет пленник ливийских террористов, российский социолог Максим Шугалей. В Коми Родина развернула массивную избирательную кампанию. Заседания экспертного совета по социальным вопросам, проблемам ЖКХ и другим острым темам проходят едва ли не каждый день. Мы стараемся привлекать максимальное количество людей для того, чтобы собрать максимум предложений, для того, чтобы их в дальнейшем использовать в нашей предвыборной программе. Номер 8 в бюллетене КПРФ. Агитацию коммунисты проводят на личных встречах и в интернете, рассчитывая в том числе и на молодого избирателя. Вот небольшой отрывок последнего стрима от Олега Михайлова. Идет к завершению кампания. Как она проходила? Удалось ли побывать в районах, во всех населенных пунктах? Что говорят люди, какое отношение вообще? Так, я была во всех 4 районах, то есть объехала практически все, исключая южные районы Прилузского района.
общалась со многими жителями, и, в принципе, проблемы практически везде одни и те же. То есть это отсутствие дорог, это отсутствие ФАПов, это оптимизация учебных заведений. Законом установлен день тишины. Любая агитация прекратится завтра, 12 сентября. Татьяна Супряткина, Алексей Корчма, телеканал Юрган, Сыктывкар.